утра и до самой ночи, не покладая рук. Теперь Акулина Авилова, исполняющая обязанности главы семейства. С наступлением первых холодов муж отправился на охоту в тайгу. В ближайшие месяцы тяжелый физический труд ляжет на плечи пенсионерки. Снег во всем дворе убрать надо. Вот которые щенки, собак тоже кормить надо их. Каждый день кормить надо. Печку топить надо, воду таскать надо. Все сами делаем. Всю зиму домохозяйка проведет с дочерьми и внучками. Чтобы облегчить женскую долю, составлен график дежурств. Кому готовить, а кому мыть полы. Благодаря этому у Акулины хватает времени на председательство в женском клубе. Здесь шьют, поют, делятся новостями и обсуждают сельские проблемы. У нас у молодежи работы нету. Для полы мыть даже работы нету. Такие проблемы в селе Хатыстыр начались после перехода экономики страны на рыночные отношения. С того времени градообразующий совхоз Алданский с каждым годом снижает основные показатели. А это заготовка пушнины, древесины и главный вид деятельности – оленеводства. Мясо оленины мы сейчас давно уже не пробовали. Да. Вот живем. Вот если приедут вот с тайги, привезу. Да, вот такие вот дела. Да, вот смешно, да, вот подумать, да, вот смешно. Вот живем вот здесь, и вот оленину мы не едим. Охотник со стажем Сергей Исаков вместо ловли соболя разрабатывает огород прямо среди тайги. Осень нынче пришла поздно, сдвинув сроки охоты. Снега на берегах Алдана нет до середины октября. Шкурка-то у нее еще не созревшая, она еще черная. Ну, волосы, короче, маленькие еще. Ну, по шерстка нету. Попозже немножко. Снег уже будет, наверное. Как бы осень будет. Осень, каждый год удлиняется. Здесь, вдали от семьи, охотник и его верный пес проведут всю зиму. Единственная связь с внешним миром – радиоприемник. А от зимней стужи защитит палатка. Зимой палатка тепло. Ну, так же трава кинешь, печка. Это шерстяная, она греет хорошо. Жарко даже. Продуктов закупил на 2 месяца вперед. Следующее пополнение запасов ожидается только под Новый год, когда замерзнет река. В будущем году планируют сэкономить на завозе. Прямо в тайге вырастет картофель и другие овощи. В последние годы охота на грани рентабельности. Всю выручку съедают затраты на топливо и провиант. Соболей-то тоже не стало. Вообще мало стало. В прошлом году всего 10 штук. Она у себя не оправдывает. И соболь-то дешевый на сдачу идет у нас. Так принимает. А остальное все дорожает. Продукты тоже дорожают. Бензин дорожает. Одной из причин сокращения объемов добычи охотники называют лесные пожары и стремительное промышленное освоение Южной Якутии. Звери и оленьи стада покидают свои ареолы обитания. Там, где еще вчера было богатое угодье, сегодня линия электропередачи и просеки. Если сейчас от Ленска до Нерюнгри идут пожоги, вот это просек, но зверь-то, конечно, будет вот от этой полосы разграничиваться. Старожилы села обвиняют во всем несовершенство законов, благодаря которым в их собственность должны были отойти оленьи пастбища и охотничьи угодья. Этот вопрос объединившиеся оленеводы республики уже не первый год поднимают на всех уровнях, но безрезультатно. Убытки несем мы от воздействия промышленности. Вот нефтепровод проходит, железная дорога прошла, газопровод сейчас тянут. Ну, это же везде земли уходят, отходят от нас, другие категории. Но мы же что-то возмещения какие-то должны были получать. Гор, гаси, гор. Гор, гаси, гор. Этот авенкийский хоровод танцует, когда нужно попросить помощи у духов природы. В этот раз все жители в ожидании снега. Только тогда можно будет по следам найти стада кочующих оленей и поставить капканы на зверя. Специально вот этот из замши делается, чтобы охотник, когда на охоту идет, чтобы не скрипел снег, чтобы не слышно, и они легкие. Лариса Гермогенова вместе со своими коллегами шьют спецодежду для охотников. Технология отрабатывалась веками, и сегодня продукция цеха незаменима. В ней охотник бесшумен, подвижен и защищен от морозов. С выделкой, так, с ушкой. Это будет, примерно недели 2, чтобы полностью из широй шкуры сделать вот шубу. Недели 2. А сколько у вас человек работает здесь? Раньше при Советском Союзе у нас была большая пошивочная мастерская. У нас работало женщин 20.
Но сейчас нас осталось 5. Пошивочная мастерская и поселковая пилорама остались единственными предприятиями в Хатыстыре. Заработанная небольшая прибыль идет на поддержку оленеводов и охотников. Сейчас, перед осенней распутицей, им нужно завести все необходимое до открытия автозимников. Зачастую путь проходит по опасным местам, через болота, речные отмели и пороги. Хорват русский, очень русский. Есть места, где надо вилять. Эта поездка на моторной лодке для Валерия Исакова одна из последних в этом году. Он опытный рулевой, поэтому с просьбами отвезти в соседнее село Угаян обращаются постоянно. Особенно, когда река вот-вот замерзнет, а у людей остались неотложные дела. Почему-то есть такая привычка у угаянских. У них начинается там беготня, суета к концу сезона. Ну, не привычка, это необходимость, конечно. Продукты, там, документы, кому надо. Впрочем, уже на следующее утро все проблемы перевозок отпали. После ночного мороза по реке пошла шуга и начался продолжительный период осенней распутицы. Лодочные моторы и лодки теперь можно убрать до весны. Скоро им на смену придут снегоходы. Период бездорожья длится около месяца, и все это время охотникам предстоит надеяться только на себя, стараясь добыть как можно больше зверя, погоде вопреки. Дмитрий Макаров, Владимир Маков, Вести, Алданский район.